Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Якут сегодня». Рубрика о музыке и музыкантах. Я ее ведущий Андрей Дедюкин. Добрый вечер еще раз. И сегодня у нас в гостях лауреаты первого республиканского конкурса «Музыкальная семья» Михаил и Раджана Погадаевы. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефонам 32 00 66, 32 11 66. Итак, давайте начнем с ваших музыкальных инструментов. На чем вы играете? Здравствуйте. Я играю на инструменте домра. Это русский народный музыкальный струнно-щипковый инструмент. Имеет 3 струны. Вообще существует 2 вида домр. Это трехструнная квартовая строй, да, ми-ля-ре, и 4-струнная соль-ре, ля-ми. Да, ближе она аналогична, да, мандолине, скрипке. Да, ну, наиболее распространено в России это 3-струнная домра. 3-струнная. Угу. Да, я играю. А Михаил? На 3-струнной. Ну, я играю на баяне. Думаю, все знают, как он выглядит. Долго его описывать не буду. Ну, хотя чуть-чуть, конечно, стоит описать. 2 клавиатуры, правая и левая, посередине мех, который мы растягиваем, за счет чего у нас извлекается звук. Правая сторона, она мелодическая, в левой аккорды. Соответственно, так очень популярный инструмент был в 20 веке, особенно в Советском Союзе, когда вот многие играли в городах, в деревнях, то есть вот оттуда вся популярность пошла по России, и многие считают его вообще русским инструментом, хотя там история западная у него больше. Больше западная история, да? А вот еще же бывают разновидности, я слышал, там выборная клавиатура. Да, если углубляться, то, конечно, современные баяны, они многорегистровые, до 15 регистров вправо, в левой там тоже 4-6 регистров, готовы выборные переключения, то есть, что это такое? Получается, готовый бас. Готовый бас – это когда то, что я объяснял, аккорды, а в правой мелодия, но можно переключать на то, что в левой тоже может быть мелодия, как и в правой. Ну, давайте мы сейчас посмотрим видео небольшое, в котором как раз вот представлены инструменты. И когда записывали, да, это вот мы вытащили неудачный дубль. Конечно, они были с детьми. Вот, и дети немножко там требовали маму и папу. Дети, я понимаю, так у вас всегда с вами. Вот они. Вот. И как мы видим, ваши дети всегда с вами. Так понимаю, их даже не с кем оставить, наверное. Да, до недавнего времени. Сейчас они друг с дружкой. Вот сейчас первые разы пробуем их оставить вдвоем ненадолго. Посмотрим, чем закончится эфир. То есть сейчас они дома вдвоем сидят. Ну, давайте тогда вспомним, как вы учились, где учились. Ну, вообще я начала обучение в своем поселке, в моей музыкальной школе. Потом я в 5 классе переехала в город Нерюнгри, уже окончила там и музыкальную школу, и гимназию. Вот, в 2006 году, после 9 класса, я поступила в Якутский музыкальный колледж, вот где мы, соответственно, и встретились. И в 2010 поступила в Арктический государственный институт культуры и искусств. А в 2015 году уже окончила. Вот. А Михаил? Ну, путь у меня практически такой же, только начинал я сам с города, самого Якутска, поэтому музыкальную школу заканчивал я здесь, начинал в 99-м, тоже закончил в 2006-м. И начиная с 2006-го мы там познакомились с Раджаной Михайловной.
С 6 по 10 колледж, с 10 по 15 институт. Потом я поступил еще в ассистентуру, так как Раджана была с детьми, то есть мне было делать нечего, я поступил в ассистентуру, закончил ее в 18-м. То есть у меня образовательный путь был от 99 до 18 года. Сколько это даже? Трудно Да, посчитать. 19 лет, В по-моему. общем, Да. довольно-таки долго, ну, как и все музыканты, Да, это нормально. как у врачей практически. И где же сейчас работаете? Я работаю во Дворце детского творчества старшим педагогом в оркестре народных инструментов. Преподаю, обучаю игре на домре. А Михаил? Я где только не работал. Но вот сейчас вот... Ладно, вот сначала тогда пойду. То есть в ДШИ работал, в ДШИ 1, в Якутском педагогическом колледже, в колледже культуры и искусств я успел поработать. В Алданском филиале музыкального училища работал, в оркестре, Государственном концертном оркестре Якутии поработал, там тоже успел. Но сейчас, в данный момент, я работаю в музыкальном колледже у нас в Якутске. У меня класс дирижирования и плюс оркестр народных инструментов. И также я работаю сейчас в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Там веду специальность. Специнструмент баян. Ну и вот как удается совмещать работу и воспитание? Ребенок младший еще довольно-таки маленький, да? Да, воспитание в основном лежит на супруге. Как бы без нее я вообще не знаю. Как бы вот она лучше ответит на этот вопрос. Спасибо, да. Да, я сейчас как раз вот в сентябре вышла на работу после декретного отпуска, да, сейчас Артему 2 года. Но стараемся совмещать. Получается пока что. То есть почти всегда, наверное, детей с собой. Да. Вот так Саша Егоровна тоже. Она была всегда с нами. Получается, я тоже в 2 года, я пришла во дворец и была. Саша, это наша дочь, она Да, старшая. старшая Александра. Также была с нами всегда. То есть они постоянно в кругу музыки, в Да. звуках. Да, она в свой первый конкурс. Это как раз музыкальная семья, да, была? Да. 4 года и 5 было. Ей 4 Ну, в общем, исполнилось. в 4 года, получается, свой вот республиканский конкурс первый уже... Сейчас уже к 8 годам она... Ой, столько конкурсов. Еще она у нас еще на фигурное катание ходит. Ага. В общем, и там еще кучу... В общем, она нас уже переплюнула давно. По музыке. Да, и в музыке тоже. И она где сейчас учится? В детской школе искусств. Первый. М, По фортепиано, да. Да, у Галины Вильевны. В Ледовом дворце она, соответственно, на коньки ходит. Остальные говорить, не говорить, чем она еще занимается. Да, говорите, конечно. Ага. Ну, шахматы она еще занимается, она вязание или как оно, шитье? Да, шитьем. Вот свою сумку уже первую А шила. вот сейчас сумку свою дошивает, да, шопер. Плавание еще, да. В общем, То есть очень насыщенная жизнь. сейчас рассказываю, ага, и думаю, перегрузили чуть-чуть, что ли, человек. Ну, ей нравится. А у младшего какие интересы какие-то проявляются уже? Но он больше тянется к музыке. Да? Да, У него Вот прям, этот такой. мальчик, который... да, да. у него прям тонкая душевная натура, прям видно, ага, по глазам. Пока что так. Подпевает? Ну, он любит играть больше. А, Больше инструменталист, как Да. мы. Да. Чуть постучать там почему-нибудь, да, Мгм. лишний раз. То есть врожденное чувство ритма, Ага, наверное, особенно по телевизору. по телевизору. Ну, вообще, как намерены вы детей, вот, ну, ставить им цель стать профессиональными музыкантами или пока вот больше для общего развития? Ой, трудный вопрос. Конечно, для общего развития музыкальное образование вообще обязательно важно. Обязательно любому человеку в любом возрасте, то есть вообще. Что ребенку, что взрослому. Кстати говоря, в Англии... чуть-чуть отодвинуть вопрос. Да? В Англии пожилым людям очень рекомендуют заниматься занятиями мелкой моторикой, то есть либо вязанием каким-нибудь, либо на музыкальных инструментах учиться играть. То есть это как раз на когнитивные свойства мозга влияет очень сильно. То есть заниматься музыкой в любом возрасте обязательно нужно, хотя бы на любительском уровне, хотя бы для себя, хоть какое-то время, период. Ну, соответственно, наши дети тоже этим. Один уже занимается, второй будет заниматься. Вот насчет профессиональности, ну уже как у них пойдут вообще возможности. Если, конечно, будет самих желаний, то тут вопросов вообще нет. То есть, конечно, скатертью дорога, пусть музыкой занимается. Но мы стараемся привить, да, эту любовь к ней. А если, ну, опять же, если будет невероятно талантлив человек, все равно будем туда подталкивать тогда.
вам вообще музыка больше мешает или больше помогает вообще по жизни, имеется в Нет, виду? конечно, помогает. Каким образом? Но мы вообще свою жизнь связали уже с музыкой, да, мы выбрали уже это как дело нашей жизни. Конечно, мы друг друга и поддерживаем, понимаем в этом плане, да, музыканты. Если бы я, например, не была бы не музыкантом, может быть, мне было бы сложнее, как бы, да, понимать. И я Понять считаю, Михаила, в да. смысле? Да, вот у меня теща Анна Прокопьевна, она очень не понимала, когда вот сколько, я лет 10-15, наверное, вообще с понедельника по воскресенье каждый день чем-то занимался. То есть в воскресенье либо сами занятия, либо оркестр. Кстати, То есть да. без выходных вообще там очень много лет работала, и она всегда как так, как ты вообще его... Не Ну знаю. да, у всех же 5 дней рабочих, да, у нас вообще. А она с пониманием относится, то есть вот, музыкальная семья. Ну и вообще музыкантов вечера заняты всегда, да? Когда все люди отдыхают, мы работаем. Да. Да, понятие свободного времени у нас такое смутное. Ну что ж, давайте мы сейчас попробуем вспомнить, точнее рассказать людям, как и где познакомились, и вообще, как это у вас началось. Давай, ты трогательно не расскажешь, потому что я расскажу, и все. Ну ты дополняй. Мы познакомились вот в 2006 году. Мы поступили в колледж. Но мы до этого виделись, получается, да, пересекались на конкурсах, на музыкальных. В 2004 году. То есть мы вместе с детства вообще быть в конкурсах, особенно в республиканских. Да, мы были постоянно вот соперниками. Соперник. Школы конкурирующие, Да. да, Нерюнгридская и Якутская, это вот такие вот две. Да-да-да, в 2004 году он занял первое место, а я взяла гран-при. Юный То есть у виртуоз. вас... Да-да-да. 18 лет прошло. Ну вот в 2006 году мы поступили, и вот стали однокурсниками. Так мы познакомились. Кончили потом колледж. Поступили также вместе в институт в 2010 году. На 3-м курсе вот мы уже сыграли свадьбу. Уже на 3-м курсе Да. Института. института. Да, после 4-го курса у нас уже появилась доченька Александра. Да, в 6-м познакомились, в 13-м, да, Да. свадьба. И так. Как здорово-то. Ой. В плане, вот когда учились, значит, вы, получается, постоянно конкурировали, а в семье это как проявляется в данном? Ну, мы как бы видели друг друга. Прям конкретно с баянистами, конечно, нету. Ага, Больше. ну давайте мы сейчас немножко прервемся на рекламу и потом вернемся к нашему разговору. Итак, мы напоминаем, что в эфире передача «Якут сегодня», рубрика о музыке и музыкантах. Сегодня у нас в гостях музыкальная семья Погадаевых, Михаил и Раджана. И вы можете нам позвонить по телефонам 32 00 66, 32 11 66 и спросить что-нибудь, допустим, о народных инструментах или вообще о музыке. Итак, мы остановились перед рекламой на вашей истории знакомства. Вот. И о том, кто в семье главный, да? Или как у вас там, можно? Ну, Чуть-чуть. кто семья главная? Можно я Пусть отвечу, да? отвечает. Значит, нет, конечно, как бы у нас традиционные семейные ценности, поэтому я всегда спрашиваю жену, что лучше сделать. В смысле, по быту или вообще? Да вообще, нет, вообще мы, конечно, советуемся друг с другом обязательно. То есть нет такого, что один кто-то вот я иду вперед и все, и остальных я тяну за собой. Нет, мы друг с другом обязательно советуемся, общаемся вообще, как поступить, куда, что сделать. А вот вы часто вместе играете, вот как именно? Потому что ансамбль играть тоже там много своих нюансов. Чье мнение больше превалирует, скажем так? Ну, больше Михаила, наверное. Да. Ансамбль у нас, кстати, образовался тоже в институте, да? В институте? Ну да. Да. То есть вы со Да, у нас студенчества еще была играете премия, вместе? да, назывался. В институте. Да, до этого. В колледже мы не играли, да?
А, ну В ладно. колледже нет, да, да. в институте, видимо. То В есть колледже он больше был солистом. в годы учебы вы уже начали играть в ансамбле, и Да. потом ансамбль превратился в семью, да? Ну, как бы я вообще ансамбль создал с целью Понятно. семейной. Чтобы... Мягко ее, да, так тук-тук-тук. На свою Видно. сторону. Понятно. Ну, давайте немножко послушаем тогда ваше мнение. Вот начали говорить о воспитании музыкой. Вот в каком возрасте лучше начать заниматься с ребенком или со взрослым человеком? Какие методики вы используете? Вот как педагог, может, Раджана. Ну, вот во дворце детства, да, в оркестр, мы берем вообще с 11 лет и без музыкального образования. Мгм. Там как кружок больше, не школа, там нет ни гамм, ни зачетов, ничего. Они приходят в оркестр, мы их обучаем, потом они подсаживаются в оркестр и уже начинают играть. Там больше их общение, вот это все. Мы берем без музыкального образования. Не вот этим немного отличаются от музыкальных школ. Мгм. И у нас есть дети, которые даже обучились у нас и поступили в музыкальный колледж, или выступали на республиканских конкурсах, даже на международных, и становились лауреатами, дипломантами. И, кстати, достойная такая конкуренция. Ну, Школа. вообще все зависит, да, от целей, с которыми... И у нас, что для детей, насчет взрослых это отдельная история. Ну, допустим, для детей есть предпрофессиональная программа обучения, есть общеэстетическая, вот, в которой работает Раджан. То есть общеэстетическая там не сильно нагружают. То есть, если все по желанию ребенка. Если ребенок, сколько ребенок вложит в это все, так он столько ему и будут давать. В отличие от предпрофессионального образования, в котором, скажем так, это как школа. Предпрофессиональное образование подразумевает под собой именно школу музыкальную. То есть там, как в обычной среднеобразовательной школе, дают задания, то есть от которых нельзя техзачеты, академические концерты, экзамены. То есть там нужно выполнять, хочешь не хочешь, их нужно выполнять. Соответственно, в каком возрасте лучше это делать, зависит, опять же, от цели. То есть, если вы хотите прям невероятно... Образовательные программы для музыкантов идут от 5 лет. То есть, они уже, как сказать, по ФГТ, по федеральным программам, они уже идут с 5 или 6. Ну, в общем, с детства. С очень раннего детства. Еще до школьного возраста можно начинать обучение. Как-то так. То есть, а если... Так, для себя, то в любом возрасте. То есть вот это понятие кружковая деятельность, она не подразумевается в себе занятия там, по теории, сольфеджио? Нет. То есть ребенок просто приходит, начинает учиться на инструменте конкретно. Да, опять же, различия в чем могут быть? В том, что какая программа дается. Общеэстетическая, наверное, больше ближе к пониманию человеческому и ребенка тем более. А академическое образование, предпрофессиональное, там, барокко, не знаю, романтизм, классицизм, то есть все сферы желательно обойти, точнее, наоборот, все сферы пройти и обойти желательно вот поп-культуру. А как думаете, вот в дальнейшем, если ребенок не хочет как бы понимать все это, он просто хочет играть на инструменте и получать удовольствие, то какое выбрать? Вот именно кружковую деятельность или же все-таки предпрофессиональное образование в детской школе искусств? Но если он не хочет, да, дальше заниматься? Да, для Ну, себя, для общего развития. Нет, ну он же хочет, получается, заниматься. И в том плане, что он не будет... Ну, основная проблема, мне кажется, детских школ искусств именно вот в сольфеджио, вот теоретических предметах и обязательных экзаменах, зачетах. Вот. А если вот по типу кружковой деятельности, без каких-то... То есть практической цели. Да, то есть сейчас вот предпрофессиональное образование трудно заинтересовать ребенка вот той музыкой академической. По сравнению, то есть она трудно конкурировать с гаджетами современными. То есть ребенок с радостью, наверное, лишний час посмотрит тот же телефон, чем сядет за инструмент. Еще и если дома не поддерживает в этом плане. Имеется в виду, отдельно садит в комнату, иди занимайся, а мы тут посмотрим телевизор или в тот же телефон и сами посидим без тебя. То есть тут надо поддерживать ребенка. Если отдавать по предписанию, то нужно его поддерживать вот всецело тоже, с ним как-то заинтересованность проявлять. То есть показывать, что и без телефона можно жить как детям, так и взрослым, допустим. Но не так много, по крайней мере, времени проводить с ним. А если со взрослыми?
заниматься? Ну, взрослые, Ну, взрослые уже больше для себя, да? да, они хотя бы Вот, понимают да. цель. Мгм. И вот куда им можно пойти? Вот, Ну, например, захотел, человек вышел на пенсию и захотел научиться играть на баяне. Какие шаги предпринять? У нас в городе, ну, в доме музыкантов, конечно, на баяне не научат играть. Ну, у нас это только, к сожалению, по-моему, только частным образом, да? Наверное, да. У нас вот хотят все открыть при школах, как бы вот это вот направление, чтобы взрослые тоже могли обучаться. Но как-то это все со скрипом движется и вроде как пока не открывается, поэтому на данный момент только частным образом. То есть находить телефоны специалистов и выходить. Да, ну, либо через знакомых, там, любителей помузицировать наверняка у многих есть, по крайней мере, еще остались баянисты. А вот насколько это сложно вот взять в руки баян и сразу начать что-то играть? Ну, так сразу и не сыграешь. Баян вообще по своей конструкции, ой, не хочу не обидеть никого, мне кажется, это самый сложный, наверное, инструмент в освоении. То есть там две клавиатуры, они постоянно в движении. Одна из них, по крайней мере, точно постоянно в движении, левая, которая от меха отходит. Ты не видишь левую руку, ты плохо видишь правую руку. То есть он вертикально давит на спину, на плечи. Ты сидишь и... То есть Сложный инструмент. сложный в освоении инструмент. Но зато удовольствие невероятное, когда вот проникнешься, уже начнешь с удовольствием это все делать, то... Ой, не оторвать, наверное. А с домрой у нас как? Ну, с домрой попроще, наверное, да, чем баян. Пальцы только на баяне не болят, что хорошо. Вот и Да, все в домре. ну, первое время, да, болят пальцы, но когда постоянно занимаемся, у нас, конечно же, мозоли появляются, уже детям становится легче, и веселее, и интересней. Ну, И звонче инструмент. да, и звонче. И сейчас, например, дети у нас пришли в сентябре, мы уже сейчас в ноябре будем делать посещение в оркестранты. Они уже готовят программу, попурри из 5 произведений небольших, уже потихонечку, да, играют. Потом у нас будет новогодняя программа. Мгм. Ага, нам позвонили. Давайте послушаем звонок. Говорю, ну, я Здравствуйте. Простите. с ребятами... Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, я в прямом эфире. Здравствуйте, Тетим. Какой у вас вопрос? У меня не вопрос, Ага. у меня, желаю удачи молодым. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Она в исполнительстве играет очень большую роль в удаче, кстати говоря. Спасибо. А вот насчет удачи, да. Вот, допустим, концерт. Насколько вот статистически, в процентном соотношении вероятность, скажем так, удачного выступления? Или это всегда 50 на 50? Ну, не 50 на 50, конечно. То есть, чем Да, больше ты больше. занимаешься, чем выигрываешься, отрабатываешь, вероятность погрешности гораздо меньше, но она никогда не сводится к нулю. То есть, вероятность погрешности, она всегда будет. То есть, там элементарно не доспал, может, 15 минут, и все. Или что-то не так облокотился, там не так. То есть, вероятность 0% не будет никогда, но чем больше заниматься, тем, опять же, больше вероятность. уверенности, да. Да, уверенности больше добавляется, больше вероятность, что ты отыграешь удачно свой номер. Сейчас вот прошедшие пару лет прошли под таким знаком пандемии, а все люди сидели дома, все дети сидели дома, практически не было никаких концертных мероприятий. Вот. Насколько это вот влияет именно на, ну, скажем так, спортивную форму музыканта? Именно имеете в виду сидеть дома? Концертная, да, именно. А, то, что не То, было что не концертов, было, и то, да, что... все были Ну, закрыты. Сидеть дома и заниматься самостоятельно. То есть, как прошла учеба, вот эти вот десятки лет. То есть, первое время, не знаю, там очень редко приходилось выступать в школьном возрасте, там, начальном, юношеском. То есть, абсолютное большинство времени музыкант проводит за инструментом. То есть, это, если человек по-хорошему занимается, то он может по 5 часов каждый день ежедневно сидеть. Ну, ладно, не по 5, там, в наших реалиях такое уже редко, хотя раньше так было сплошь и рядом. То есть, часа 3 музыкант должен обязательно высиживать за инструментом. То есть, прям это день прожит зря, если такого не получилось.
По крайней мере, в студенческом возрасте. Сейчас-то я уже все уже. Сейчас в смысле, что уже нет, не Ну, так то есть много сейчас надо моя заниматься? деятельность исполнительская связана довольно так вот, не напрямую. То есть я уже играю в свое удовольствие, соответственно, заниматься и времени не так много остается, к сожалению. Ну и дети в этом плане тоже способствуют. Потому что мало времени остается. Да. Ну, это, я думаю, нормально. Вот и Раджана нам, наверное, скажет, как человек, который, ну, очень долгое время, наверное, как бы забрасывал, можно сказать, инструмент, да, все-таки. Как это Да, у меня влияет? как раз сейчас вторая беременность попала вот во время пандемии. Я ушла во время пандемии и сейчас вернулась. И сейчас, да, вот началась насыщенная концертная программа, чему я рада. Сейчас вот будет концерт в воскресенье во Дворце детства. Мгм. Давайте мы сейчас опять прервемся на небольшую рекламу. Наши телефоны 320066, 321166. Можете звонить, задавать вопросы. А мы в эфире. Передача «Якут сегодня», рубрика о музыке и музыкантах. Наши телефоны 320066, 321166. И вот мы сейчас перед рекламой остановились на разговоре с Раджаной про концертную деятельность. Да, и вот сейчас как раз в это воскресенье во Дворце детского творчества 23 октября в 5 вечера будет совместный проект. Это детского оркестра народных инструментов Дворца детского творчества и оркестра национальных инструментов Национального театра танца. Проект называется «В гармонии с музыкой к вершинам успеха». Концерт называется «Поговори со мной, мама». Он посвящен нашим мамам, бабушкам. Я вот приглашаю всех в 5 часов в воскресенье. У нас на звонок. концерт. Сейчас послушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Такой вопрос. Вот. Так, какой национальности девушка? Ну, обе. М, Да. Потом второй вопрос у меня. Как подготовить ребенка в школе искусства? Ну, например, первый класс. И третий вопрос у меня. Интересный вопрос. Могу ли я учиться на синтезаторе, ну, сначала в телефоне, потом на настоящем инструменте? Я как пожилой человек, мне интересно. Мгм. Хорошо, очень интересные вопросы. Спасибо большое. Значит, Какой национальности? да, какой национальности? Я бурятка. Михаил, Ну, англичанин. Меня, да, наверное, может, и оттуда есть. В общем, у меня-то очень полно там таких примесей, разностей, поэтому мне проще говорить, что я русский. А так там много сломишь, если копнешь в это. Ну, я тоже, у меня папа бурят, а мама ивангика. У меня тоже пополам. Мгм. Вот. И второй вопрос. Где можно подготовить ребенка к музыкальной школе? Так, да, прозвучал? Или как подготовить, да? Как подготовиться? К музыкальной именно или к обычной школе? К музыкальной, да, В сказали? музыкальной школе, да. В музыкальной школе, да, ничего сложного. Если у ребенка особенно есть предрасположенность, то он может вообще, в принципе, не готовиться. Прийти. Экзамены в музыкальную школу проходят довольно легко, в том плане, то, что требуется от ребенка. Его просят довольно часто просто повторить какую-то ноту, то есть играют ноту на фортепиано, Мгм. просят повторить голосом, спой эту, ну там ля-ля или что-нибудь вот такое. Проинтонировать. Да, проинтонировать, то есть какие-то цепочки звуковые вверх или вниз могут спросить идет. То есть если ребенок слышит, что нота вверху или внизу, уже хорошо. Прохлопать ритмические рисунки, ну, не хлопать не буду в микрофон. То есть ритмические рисунки различные могут попросить прохлопать. Если хочется прям подготовиться, то в том же Ютубе очень много видео есть, где вот, которые так и называются «Подготовка ребенка к поступлению в музыкальную школу», допустим. Мгм. То есть их повторить, и мне кажется, этого за глаза. И вот третий вопрос был. Могу ли я научиться играть на синтезаторе вначале на телефоне, а потом на настоящем инструменте? При желании, конечно, можно. Но в телефоне все-таки неудобно. Если есть планшет хотя бы. А еще лучше, синтезатор покупать. Не знаю, если есть возможность, то лучше хотя бы начать с синтезатора. Мгм. Но если нет возможности через телефон, опять же, можно.
хотя бы узнать, где какая нота и тому подобное. Есть приложения интересные для обучения на фортепиано. Тот же Simple Piano есть. Но оно, правда, на iPad. Но по нему очень довольно хорошо учить. Хотя в пенсионном там музыка заграничная. Ну, Такого какая разница? современного. Нот всего лишь, мне Нет, там кажется, есть известные. Вот Саша же тоже играет. он Интересно. использует гаджеты, да? То есть. Да. Ну, просто спрашивать, в таком возрасте имеется в виду. Нет, конечно, Зрело. можно. И все возможно. Через телефон. Ну, первые азы, по крайней мере, чтобы узнать, где какая Да. нота, можно начать на телефоне, а там уже... Ну, чем раньше купите, приобретете инструмент, тем оно будет и вам удобнее, и вам больше Интерактивно. будет Все-таки нравиться. настоящий инструмент это, конечно, гораздо Хотя бы интереснее. полноразмерный, да. Не говорю, что прям пианино, чтобы вот это тут домой Кстати, приносили. мы вот, ну, Раджана уже знает, но мы хотим ей еще рассказать, что мы с Михаилом так иногда поигрываем, тоже ансамбль, вот, и хотим пригласить всех слушателей в следующую среду в 18:30 в Национальный художественный музей по адресу Кирова, 9 на концерт, который называется «Баян и скрипка». Да. И вообще хочется всем пожелать научиться играть на инструментах, чтобы играть ансамбли. Вот как мы сейчас услышали, некоторые ансамбли приводят к созданию семьи. Вот. И немножко о планах вообще на будущее. Каким вы видите дальнейшее свое развитие? Ну, в творческом плане, конечно, сейчас у нас опора идет на педагогическую деятельность. То есть сейчас все вот вокруг этого крутится. В свободное от педагогической деятельности время, конечно, хочется не забрасывать исполнительскую деятельность, хочется играть. То есть вот то, что мы с Андреем сейчас начали вот эту наш дуэт тоже создали, пробуем играть. Тоже вот творческий процесс. В институте артистическом есть оркестр замечательный, оркестр народных инструментов под управлением Пикутского Николая Владимировича. Тоже в нем участвую, и оркестр замечательный, играет здорово. То есть будет возможность, приходите на концерт, следите, мало ли. Вы получите огромное удовольствие. Ну и вот сольно иногда поиграю. То есть исполнительство не хочется забрасывать совсем. В любых форматах. В ансамблях, оркестрах, сольно хочется играть. Раджану иногда с собой тоже беру. То есть какой-то конкурс, там иногда требуется ансамбль. Да. Тут недавно. Куда мы ездили, я забыл? В В Амгу мы ездили, Да. Ну как на недавно уже, конкурс. по пандемии. Вот Да, там память. призовой фонд был хороший. Из-за Раджана я его получил. Вот. А Раджане сейчас, конечно, ну, в дальнейшем, наверное, будете много играть тоже. Да, сейчас я Какие уже потихонечку планы? вливаюсь, да. И именно вот, ну, в каком плане? Сольно, может быть, или в ансамбле, или в оркестрах? Ну, наверное... Ну, хочется, конечно, и в ансамбле поиграть, и сольно, если так получится. Ну, вот сейчас я говорю, осенью я вышла пока, сейчас набираю форму. Да, хочется все равно выступать и продолжать и исполнительскую, и педагогическую деятельность совмещать. То есть у нас, как у спортсменов, обязательно Да. должна быть практика исполнительская, да? Да, если забрасывать, то Мгм. тяжело восстановить. Но восстановить, в принципе, можно. Это проще, чем вообще, когда ты не мог. Ну, вот это, да, хорошее сравнение. Именно как у спортсменов, действительно. Не потренируешься год-два, и нужно начинать там с таких Опять всё. начал. Да. Ага. И вот что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, которые вдруг вот захотели научиться играть на инструменте, какие, скажем так, подводные камни их могут ждать? С чего начать лучше? Ну, конечно, тут дисциплина и усидчивость. В том плане, то, что очень, особенно в первое время, пока вы ничего не понимаете, это очень может отнять много эмоциональных сил. Ну, а так только вот усидчивость, и вы тогда наверняка сможете играть. А также слушать много музыки, потому что хороший слушатель – это ничуть не меньше по значению, чем хороший исполнитель. То есть умейте слушать хорошую музыку, не обязательно, точнее, да? Да. Вот. То есть слушайте больше хорошей музыки, классическая музыка, любая музыка, кроме вот современной, даже современной, но не в таких количествах, которых ее сейчас везде включают. То есть слушайте больше музыки, вот так скажу, качественной.
А, тоже при выборе, ну, какую музыку слушать, есть же такой вопрос, а что она мне дает? Ну, вот это прослушивание музыки. Вам что дает? Просто слушание или именно Да, исполнительство? просто слушание. Просто слушание, оно разовьет, конечно, не знаю, но вкус обязательно разовьет в человеке. Но хороший вкус — это, опять же, почти как по Кернарской в музыкальных способностях. То есть хороший вкус, он поможет в любом деле. То есть более тонкое чувство мира развивает хороший вкус. И, соответственно, в любом деле... Я сейчас... Как... Помогите мне, потому что я сейчас могу не туда пойти. Хорошо, давайте тогда про исполнительство. Вот чем... все-таки любой музыкант — это прежде всего работа над собой, над своими пальцами, над своим вниманием, над своей дисциплиной. И вот детям как это помогает вообще в жизни? Помогает. Да, как спортсмену дисциплина, она помогает всегда. Держит тебя в тонусе. Ну и с детства у тебя уже, как сказать, усидчивость. И еще, Чего наверное, сейчас очень не хватает, Да. кстати, детям. умение выходить на сцену, Самостоятельности. да, тоже. Да, умение справляться с волнением. То есть это же всегда работа на сцене. То есть Да. уметь, как сейчас у нас практики нет, говорить давно здесь, поэтому чуть-чуть. А так ребенок с детства научится находиться на сцене, уметь себя правильно поставить, отвечать. показать. И, конечно же, ну, лучше себя проявлять, наверное, да? Конечно. Просто сейчас очень много разговоров о пользе музыкальных занятий, но почему-то, ну, никто не может объяснить, зачем это детям. Просто конкретно на ваш взгляд. Но опять же, из той же книги музыкальных способностей не хотелось туда углубляться, но около 10 у человека есть вот различных, скажем так, направлений таланта, куда он может, способностей. Мгм. И музыка, как показали многие исследования, она развивает все, независимо от в какую сферу вы пойдете. То есть она разовьет в вас любую способность другую. То есть и точные науки, и склонность к гуманитариям, даже если вы туда пойдете, музыка, она многократно увеличит вероятность, что вы там преуспеете. В любых областях. Да, абсолютно. Даже в спорте, как оказалось. Итак, наша передача подходит к завершению. Вот, благодарим за чудесный эфир. Желаем вам дальнейших успехов, здоровья вашим детям. С нами были Михаил и Раджана Погадаевы. Спасибо вам. Спасибо вам Спасибо за слушателям. приглашение. До Спасибо. свидания. До свидания.